Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжают ишимбайские новости, в студии Дина Мурзина. Поиск новых идей, педагогических инноваций и методик преподавания. В Ишимбайском дворце детского и юношеского творчества чествовали победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года-2021». Именно они отправятся защищать честь Ишимбайского района на республиканский этап. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В номинации «Молодой педагог-2021» победил учитель истории и обществознания СОЖ номер 16 Зуфар Галямов. Участник конкурса недавно только закончил университет, преподает в школе всего год. Раньше работал по совмещению, параллельно учился. Зуфар Галямов с удовольствием принял участие в конкурсе. По его словам, он всегда придерживается активной позиции. Ты смотришь уже по-другому, то есть на преподавание предмета, на изучение, на дальнейшее, так скажем, подачу информации детям. То есть, конечно, это огромный опыт, то есть сравнимый, наверное, с несколькими годами работы в школе, потому что ты сразу получаешь совершенно новые, то есть особенные вот эти методы обучения, которые преподают другие конкурсанты. Ты можешь с ними ознакомиться и в процессе подготовки собственного, конечно же, когда ты сам готовишься к конкурсу, вы тоже как бы с командой тоже находите совершенно новые методики. В конкурсе номинанты участвуют впервые. По его словам, это огромный опыт для молодого специалиста, который в будущем он применит в обучении. На праздничном концерте юные артисты, школьники и воспитанники детских садов подарили любимым педагогам яркие концертные номера. Сегодня для вас праздничный день, поздравления, слова, букеты цветов. А ведущие отметили главные качества каждого учителя и поблагодарили всех участников за старания. Профессионализм, креативность, стремление к совершенству, открытость ко всему новому и чуткое сердце. Вот главные качества настоящего педагога. Среди педагогов дошкольных образовательных учреждений жюри присудило первое место учителю-дефектологу детского сада номер 29 Ирине Трубниковой. Поздравления в свой адрес также принимали преподаватель школы номер 2 Зульфия Таштемерова, номинация «Учитель башкирского языка и литературы», и Гульнара Хисматуллина из Макаровской школы, учитель русского языка и литературы. А абсолютным победителем и обладателем титула «Учитель года 2021» стала преподаватель истории и обществознания школы номер 4 Юлия Панина. Всем финалистам вручили дипломы, их поздравили председатель Совета муниципального района Галина Баканова, начальник управления образования Ильшат Исмагилов. Ваш кропотливый ежедневный труд на самом деле формирует наше будущее, наша общественность, наше будущее. Поэтому, конечно же, мы выражаем огромные слова благодарности. По словам победителей, самым сложным в участии было справиться с волнением и, конечно же, сам процесс подготовки. Елена Рей, Арсен Рахмангулов для информационной программы. Вместо полосатого жезла в руках – букеты цветов. Сотрудники ГИБДД поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Теплые слова и нежного оттенка розы подарили не только женщинам за рулем, но и пассажирам автомобилей. Акцию провели совместно с юношеской автошколой. Подобного рода акции проводятся ежегодно. Дамам за рулем эта акция очень по душе. Конечно же, мы им напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и сказали им самые наилучшие пожелания. В этом году Международный женский день мир отметил в 110-й раз. В России это один из любимых массово отмечаемых праздников, хотя его содержание подверглось изменению. Из идеологического чествования женщины-передовика производства и активистки он превратился в день любви и семейных ценностей. Здравствуйте, инспектор ДПС. Здравствуйте. Ну, побачим вас с праздником. Спасибо Всего наилучшего. большое. Безопасных вам дорог. Здравствуйте. Инспектор ДПС Шачок. Поздравляю вас с наступающим праздником. Безопасных вам дорог. Спасибо. Всего наилучшего. Спасибо. С наступающим праздником! Спасибо. Все, езжайте аккуратненько. В Башкирском кадетском корпусе имени Героя России Достовалова прошло торжественное мероприятие. Его посвятили памяти погибших бойцов 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Бойцы 6-й роты вступили в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков и арабских наемников в Чечне. Не было никакой помощи, кроме прорыва 10 разведчиков 4-й роты во главе с майором Александром
Александром Достоваловым. Десантники бились насмерть. 1 бой, 22 Героя России, 21 посмертно, 68 награждены орденами мужества, 63 посмертно. К бюсту Александра Достовалова в их честь возложили цветы. Наши дети обязаны помнить подвиг русского солдата, обязаны помнить имена воинов, которые, не щадя своей жизни, выполняли свой воинский долг и выполнили свой воинский долг, доказали своим героизмом, что патриотизм и чувство мужества всегда присуще нашим солдатам и нашим воинам. Мероприятие продолжилось в Музее боевой и трудовой славы кадетского корпуса. Экскурсоводы из числа кадет ознакомили гостей с выставкой, организованной в честь Героя России Александра Достовалова. У нас 900 таких открыток, 900 таких конвертов. И вот они, значит, все хранятся. Когда приезжают родственники, их уже нет. Последний в 16 году умер генерал Скачко. А письма все сохранили. В картинной галерее Ишимбая проходит первая персональная выставка молодого художника Владимира Софита. Человек далеко не творческой специальности, пишет картины в свободное от работы время, ночью и по выходным. Различные работы по формату и жанру молодого мастера представили на суд зрителей. Наша съемочная группа побывала на открытии выставки. Автор выставки «Не гаси в себе свет» родом из эстонского города Кахтла-Ерве. С 7 лет живет в Башкортостане, городе Салавате. Получил высшее образование в УГАТУ по специализации технология машиностроения. Работает на нефтехимическом комбинате. В творческом направлении закончил только детскую художественную школу с красным дипломом. Несмотря на нетворческую специальность, Владимир ощущает острую необходимость в самовыражении через искусство. Это я рисовал портрет своего брата. Здесь я показал письмо от мамы. Он работает по вахтам, иногда 3 месяца его не бывает. Вот, и поэтому хотел показать то, что его дома ждут, любят. И вот он едет домой. Прочитал он письмо и едет домой. Вот, и к этой картине хочу еще дополнение написать портрет мамы. То есть, то же время, то есть она сидит за столом и пишет вот это письмо. Владимир Николаев, настоящее имя художника, творит под псевдонимом Софит. Еще в детском саду воспитатели обращали внимание на то, что ребенок хорошо рисует. В школьные годы учителя посоветовали ему поступить в художественную школу, после окончания которой художник долго не занимался искусством и даже не планировал так много творить. Все началось с того, что Владимир вдохновился работами русского художника Дмитрия Ребусова. После знакомства с его творчеством захотел писать картины и заниматься этим серьезно. Этот художник очень основательный. Он современный художник, он очень много вкладывает в свои картины. У него каждая картина с подтекстом. Даже фамилия он поменял, у него псевдоним Софит. Вы знаете, что такое Софит, который освещает, да? Вот он на себя берет такие обязательства, своим искусством такое освещать. Все работы Владимира Софита выполнены акварелью с добавлением белил, разные по формату и жанру. Есть и портреты, пейзажи, автобиографические картины, анималистическая тема. Также на выставке представлена тема заброшенных деревень. Это почтовый ящик давно уже не приносит письма. Видите, это все уже затекает, заржавело, да? Меня в первую очередь, конечно, задела эта тема исчезающих домов. Этих, старых, потому что я тоже много видел, и в Богдановке там белорусы жили, эвакуированные в войну, и дома постепенно уходили в землю. И я сам, когда иду, я захожу туда и думаю, а люди там, а где они сейчас, а что они, как они жили. И там, смотрю, ломает барак, а тут качели маленькие, думаю, тут дети, голоса были, сейчас никого нет. Сейчас художник рисует уже 10 лет. По его словам, за модой не следит, пишет то, к чему лежит душа. 5 лет назад начал получать приглашение участвовать в групповых выставках различных уровней в Москве, Санкт-Петербурге. В Ишимбае это первая персональная выставка автора. Глубже всего художник посвятил зрителя в свое излюбленное направление в искусстве – анимализм. Общая концепция выставки, по словам Владимира Софита, бережное отношение к братьям нашим меньшим, сострадание к проблемам существования их в техногенном мире, а также размышления на тему поиска себя у молодых людей в современном мире.
Елена Рей, Арсен Рахмангулов для информационной программы. Мастер спорта СССР по вольной борьбе Нуруллах Хисматуллин подготовил целое поколение борцов, мастеров спорта. Это и неудивительно. Все, что связано с борьбой, стало главным смыслом жизни нашего земляка. Нуруллах Калимулович является мастером спорта СССР по вольной борьбе. Этот титул он завоевал первым в республике, тем самым вписав свое имя в историю спортивных достижений Башкортостана. В его спортивной копилке много еще других ярких побед. Наш сюжет продолжит тему. Нуруллах Хисматуллин – заслуженный мастер спорта. Его достижения на спортивной арене можно перечислять долго. Он первый мастер спорта СССР по вольной борьбе в Республике Башкортостан. Сегодня председатель Совета ветеранов Федерации спортивной борьбы Республики. Нуруллах Калимулович всегда за силу и мужество. Именно поэтому он начал заниматься национальной борьбой куреш. По его словам, это один из самых мужественных видов спорта. Я не только тренером, это борьба. Ведь это самый главный тренер, ответственный, чтобы тренировались они хорошо, они чтобы не занимались разными делами, которые не нужными. Мы воспитываем борцов, они закаленные были, будущие защищали нашу родину. Цель тренеров обязательно это, в первую очередь. Чемпион начинал свою карьеру не в самых лучших условиях. Необорудованные спортзалы, неудобные ковры. Первые приемы отрабатывал на специальных манекенах. За долгие годы в борьбе куреш изменились многие правила. Если раньше ставка делалась на технику и сама борьба была более техничной, то сейчас в ней становится все больше бросков и ставка идет на силу. Но главная цель тренера, по словам Нуруллаха Хисматуллина, во все времена остается одна. Нужно вырастить не чемпиона, а борца, защитника Родины. Нуруллах Калимулович, он был иногда добрым, иногда строгим бывало и, как говорится, и ругал. Ну, это такой вид спорта, то, что надо относиться с разных сторон, подходить. И он находил свои ключи, разговаривал, и вместе уже добивались успехов. Наставник и воспитанник надеются, что Международная федерация борьбы куреш введет этот вид спорта в Олимпиаду, и национальная борьба станет еще востребованнее и актуальнее. Надеются не зря. Куреш уже набирает обороты как в Ишимбае, так и в республике. Ребята занимаются в отличных условиях, добиваются результатов. В соревнованиях, посвященных юбилею, тренеры ишимбайцы завоевали 8 медалей. Победу в своих возрастных и весовых категориях одержали Алмаз Киреев, Алмаз Аканаев и Айнур Кензибаев. Серебро и бронза также у ишимбайцев. С 5 класса занимаюсь борьбой куреш. Сначала начал в Кумертау заниматься. Сейчас уже 2 года в Ишимбае. Тренер Зарипов Марат Газинурович. Вот, в прошлом году ездил в Казань, занял 3-е место по всей России. Здоровый образ жизни веду. Братишку учу бороться, вместе занимаемся дома. У национального вида спорта немало зрителей. Посмотреть на различного рода турниры и соревнования по борьбе приходит немало ишимбайцев. Я люблю борьбу куреш, потому что я сам занимался 15 лет. Вот, как сказать, как услышу слово куреш, у меня начинает сердце быстро стучать. И всегда ни одно соревнование не пропускаю. Чтобы всегда присутствую, иногда участвую, иногда, чтобы, как сказать, смотрю свою, как фанат хожу, и у меня сын занимается уже 10-й год. По словам Нуруллаха Хисматуллина, борьба куреш дает сплоченность и борцовский, дружеский коллектив. Она объединяет спортсменов в их стремлении быть быстрее, выше, сильнее. Дина Мурзина, Елена Рей, Арсен Рахмангулов специально для новостей. И на сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. До свидания.